Некоторые плохо знающие историю Ингуши утверждают, что ингуши и чеченцы разделили общую судьбу во время геноцида 23 февраля 1944 года. Так ли это? Конечно же, это не так. Причин для высылки ингушей не было. Ингуши не посылали второго человека в 1942 году, когда немцы приблизились к Центральному Кавказу через линию фронта с предложением служить нацистской Германии как соседка справа. Ингуши не выдавали своих девушек за немецких офицеров, как делала соседка слева. Ингуши не дали немцам после 30-дневного марш-броска от Ростова-на-Дону до Моздака захватить Ингушетию. Мерзкая Россия отблагодарила ингушей высылкой. Так куда же подлая Россия высылала ингушей, а куда чеченцев по приказу Осетина Сталина? Ответ мы видим в общедоступных источниках. Подавляющее большинство чеченцев были депортированы в южные районы Центральной Азии. Подавляющее большинство ингушей в северо-восточный Казахстан. Но что же это такое Северный Казахстан? И почему именно туда сослали ингушей? Северный Казахстан. При минус 35 замерзают корсаки. На ходу, блядь, замерз. Корсачон. По следам видно, что я не первый его снимал. Шел, замерз. А у нас по прогнозам передают, будет минус 48. Что, блядь, на ходу будут люди замерзать, что ли? Астана. Минус Елюш. Эксперимент. Хроники Нарнии по-казахски – это когда в ледяные статуи животных превращает не прихоть злой королевы, а лютый антициклон, пришедший с Северного Ледовитого океана. Жуткие кадры с улиц Астаны выглядят как фильм ужасов. Опа. Здорово, заяц, а? Жалко. Вот какие у нас в Астане суровые морозы, на ходу собака замерзает. Мороз не щадит ни диких, ни домашних животных. Этот человек все-таки не успел спасти своего кота. Знаете, почему я не люблю Астану? Капец. Шквалистый степной ветер только усиливает холод. Минус 40 ощущается как минус 60. Приложение для смартфонов показывает, в Астане сейчас холоднее, чем на Северном полюсе.